Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл своих передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. Как я вам говорил в предыдущих передачах, я на основе варианта Сагынбаева-Розбакова написал пятитомный роман на кыргызском языке. Затем провел его через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. И в результате моя книга, мой пятитомник рекомендован в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манас в средних школах республики. Затем я эту же книгу, пятитомник, полностью перевел на русский язык. И тоже провел через экспертизу, она также, русская версия также рекомендована для школ. Чтобы еще больше популяризировать эпос, я открыл специально интернет-сайт под названием по адресу epos-manas.com. Ну и, наконец, вот я на YouTube-канале тоже каждый день выступаю как на кыргызском, так и на русском языке с рассказом об особенностях эпоса Манаса, о его сказителях и о выдающихся сказителях данного Манаса и данного эпоса. Ну и также в дальнейшем я хочу рассказывать то есть давать комментарии тем событиям, которые изложены в эпосе Манас. Ну, сегодня я хочу продолжить свой рассказ о великом сказителе Саякбае Каралаеве, об его вкладе в деле популяризации эпоса Манас. Как я вам раньше говорил, Саякбай Каралаев родился 7 сентября 1694 года в селе Аколон Кульской области. Он, значит, вместе со своей семьей жили в стесненных условиях, и он поэтому ему с малых лет приходилось батрачить. Но он из-за участия в восстании 1916 года вместе с другими кыргызами вынужден был бежать в Китай. Но затем, после установления советской власти, он в 1918 году вернулся обратно на родину и вступил добровольцем в Красную армию. И до 1922 года он воевал на фронтах гражданской войны. Значит, он начал рассказывать эпос Манас с ранних лет. Значит, его становлению как монарча, как сказителя, очень большое влияние оказал один из самых известных монархов того времени, Чуйке Умур Улу, с которым он в 1924 году познакомился и начал у него брать уроки мастерства. Также он брал уроки у второго выдающегося монарха Аклбека. И после чего он 1925 года начал постоянно рассказывать эпос Манас. А в 1930 году по поручению Народного комиссариата просвещения Туркестанской Республики он, значит, был по приглашению ученого Кусейна Карасаева был приглашен, значит, во Фрунзе, в Бишкек.
и там он продолжил свое сказительское мастерство. В 1935 году он стал артистом Национальной филармонии, где проработал до 1954 года. В 1939 году ему за высокое мастерство было присвоено звание народного артиста Кыргызской республики. И в 1938 году он был участником первой декады кыргызского искусства в городе Москве. В последующем тоже принимал непосредственное участие. Ну, у него, значит, ученые, фольклористы начали записывать эпос Манас, и начало этой работы было положено в 1936 году. И, значит, эта работа продолжалась вплоть до 1947 года. И он, вот эта трилогия полностью, с его уст было записано, значит, его вариант составил более 500 тысяч строк. Это, если сравнивать этот эпос, то надо сказать, что Манас 20 раз больше Илиада, Одиссея, Гомера, 5 раз больше Шахнаме и 2 раза больше, чем индийский эпос Махабхарата. И самое удивительное, что все эти 500 тысяч строк Саакбай знал, как говорится, на зубок и мог без остановки рассказывать. Значит, и как говорят ученые, человеческий мозг в состоянии запомнить максимум 70 тысяч строк, а мозг Саакбая хранил 500 тысяч, а по некоторым сведениям даже 1,5 миллиона строк вот этого величайшего кыргызского эпоса. И, значит, чтобы сохранить такое великое наследие, с 1958 года по 1961 год с уст Саакбая Каралаева была, значит, записана вся трилогия эпоса Манаса, то есть на аудиозапись они записывали. Ну, надо сказать, что вот это его мастерство величайшее производило неизменно огромное впечатление на его слушателей. И этому может быть свидетельством то обстоятельство, что когда он в 1945 году выступал на декаде кыргызской культуры в городе Москве, услышав, как он рассказывает Манас, руководитель советского государства Иосиф Сталин сам был восхищен этим и аплодировал его мастерству. Ну а наш величайший казахский писатель Мухтар Ауэзов, когда услышал, как рассказывает Саакбай эпос Манас, был просто потрясен и заплакал. И сказал ему, что если ты уйдешь с этой жизни, человечество потеряет свою непроизведенную реликвию. И он назвал его Гомером 20 века, последним из магикан. И поэтому он старался как можно больше организовывать его выступления. Когда он привез его в 50-х годах в город Алматы, он говорил своим землякам: пока есть возможность, послушайте этого человека, это величайшее чудо из чудес. Ну,
Значит, и надо сказать, что не только казахский писатель восхищался им, но и зарубежных стран тоже ему аплодировали за сказительственное мастерство. Значит, когда он вместе с делегацией советских артистов Саякбай Каралаев приехал в Финляндию в 1949 году на столетний юбилей финского эпоса Калевала, он должен был выступить. Ну, члены нашей делегации решили, что никто не знает кыргызского языка, поэтому попросили его ограничиться 20 минутами, не больше. Но когда Саякбай вышел на сцену, то не мог остановиться, и вместо 20 минут он 2 часа рассказывал эпос. И хотя никто ничего не понимал, что он говорит, но сам вот этот рассказ, вот этот его манера исполнения настолько зачаровали зрительный зал, что после того, как он закончил свое выступление, что они после окончания выступления устроили ему 10-минутную овацию после его выступления. Ну а руководство страны также было восхищено его мастерством и подарило ему ценный подарок. Ну вот пока все. В следующей передаче я вам расскажу, что послужило толчком для того, чтобы Саякбай стал монашью. Многие монахи всегда говорили, что стать сказителем их заставила какая-то неведомая, неземная сила. Или они видели сны, или какое-то знамение было. Такой же участи не избежал и Саякбай Каралаев. О том, как это произошло, я расскажу в следующей передаче. Ну а пока мы продолжим чтение моего романа. Вчера мы остановились на том, как, значит, Жаков для того, чтобы узнать, что значит его сны, дал пир и пригласил туда всех старейшин, весь народ. Вскоре после пира данного Жаковом у Калмака произошла удивительная история. Как у других народов, у них были свои прорицатели, шаманы, предсказывающие будущее. И Ранкуду один из таких людей. Через месяц после пира Жаков он поспешно отправился к Калуке. Оседлав коня, Калмак рано выехал из дома. Проехав некоторое расстояние, он почувствовал озноб. Несмотря на летний период, не было хмуро, дул прохладный утренний ветерок. Поглубже надвинув на лоб красный островерхий колпак, продрогший Ранкуду еще плотнее укутался в синий шелковый халат. Проклятие! Выругался про себя он. Просоня я не заметил такой пасмурной погоды. Иначе оделся бы потеплее. Может, вернусь домой и поеду к Калуке завтра? Наслаждением зевнув, и Ранкуду вспомнил о срочке в Калуке, отказался от своего намерения. Нет, если не поехать к хану сегодня, потом проблем не оберешься, подумал он, и пришпорил коня. И Ранкуду доехал до дворца Калуке за 2 часа. А когда охранники вели монаха, хан сидел в своей комнате на золотом троне. А Луке был одет в красный шелковый халат. Висевший на его широком черном ремне меч, украшенный драгоценными камнями, сверкал под яркими солнечными лучами, ослепляя глаза. «Вы приказали мне немедленно прибыть», — сказал Ранкуду хан. «Бросив все дела, я приехал к вам. Внимательно слушаю вас». «Это верно», — кивнул головой Луке. «Я послал за тобой потому, что услышал странные слухи, хотел расспросить тебя об этом поподробнее». «Спрашивайте». «Люди болтают, что у кыргызов скоро появится богатырь,
который завоюет калмаков и китайцев. Что ты на это скажешь? Махан, эти слухи исходят от меня. Откуда ты взял эту бессмыслицу? Недовольно спросила Локия. Как вы сами знаете, у меня есть волшебная, где предсказано все будущее, книга под названием Истерлап, ответил Ранкудук. Согласно ему, скоро в Кыргызах родится богатырь по имени Манас, ликом, как маслянистая пшеница, с глазами, как густой туман, и с видом, как голодный лев, он станет ханом. От его руки падут не только калмаки, кангайцы, а даже китайцы с той стороны. Манас покорит все земли, вплоть до Бежина. Он родится у Брутов. Когда Манас оседлает коня, твоим сородичам, Тервотам придет конец. До какой степени можно верить сказанному тобой? Полностью верь. До сих пор все предсказания Истерлапа полностью сбылись. Не правда ли? Это так. Да, повелитель, немного времени осталось не только у вас, но и у нас. Удача отвернется от тебя. Ты покинешь свои земли и перевалишь за Кангай в Китай. Услышав слова монаха, Локия взбесился. Что? Какой-то сын Брута сможет победить меня? Гневно взревел он. Бежин завоюют, сукин сын. Нет, этому не бывать. Сегодня же мы немедленно отправимся к хану Синхану и расскажем ему о Манасе. Когда Локия и Ранкудук отправились в путь, через несколько дней прибыли в Бежин, и Синхан, собрав всех мудрецов и шаманов, попросил у них совета. Посмотрев на баранью лопатку, разложив гадальные камушки, мудрейшие подтвердили слова Ранкудука. Испуганный Синхан после глубоких раздумий отправил гонца к старейшине Китая Каркану. Тот, собрав ученых, спросил у духов. Узнал о рождении у кыргызов богатыря Манаса. Составив об этом грамоту, он переслал ее Синхану. Правитель Китая, поняв, что мудрецы говорят правду, приказал Локия. С сегодняшнего дня найти всех беременных кыргызов, вспороть им животы и не дать родиться Манасу. А Локия, взяв воинов, жейсанов, вернулся на Алтай. По его приказу к нему были пригнаны все кыргызы. Пока никто не понимал причины, почему их соврали, монахи отделили одетых в длинные платья, заплетенных в косу серебряными подвесками беременных женщин, и никого не попускали к ним. Поставив между народом и женщинами, вооруженных короткими копьями, мечами, дубинками, воинов, монахи вывели беременных на середину площади. Они стали вспарывать им животы ножами и кинжалами, не обращая никакого внимания на их дикие мольбы, отчаянные крики. Вытащив плод, монахи кидали их собакам, оросив мгновенно густую траву красной кровью. Вскоре вся площадь наполнилась невинными кыргызскими, распрощавшимися с этим миром. От такой жестокости оставшиеся женщины стали падать от страха в обморок. Поспешивших к ним на помощь безоружным мужчинам преградили дорогу вооруженные калмаки и не пустили дальше. Несколько бесстрашных джигитов попытались, несмотря на копья, меч, спасти женщин, но пали от рук врага. Все вокруг наполнилось предсмертными криками выбиваемых женщин, детским плачем и громким лаем собак, празднующим свой жуткий пир. Видя все это, кыргызы, не зная, что предпринять, впали в ужас. Несколько старцев во главе с Акбалта, повесив на шее пояса в знак покорности, отправились во дворец Локия. Так, мои кыргызы, что вы хотели мне сказать? Просил, восседая на золотом троне Локия. Кыргызы, горько заплакав, упали перед ним на колени. «Пощада, мой хан, пощада!» — вскричал во весь голос Акбалта. «Тебе накрыты наши халаты, предназначены наши кони. Смилуйся над нами, повелитель!» «Не шумите, голова от вас болит!» — недовольно закричал Локия. «Говорите быстрее, кыргызы, или я прогоню отсюда вас всех!» «Повелитель!» — глотая слезы, проговорил Акбалта. «Мы твои подданные, что ты не скажешь, все исполняем. Куда не отправишь, безропотно идем. Однако, несмотря на это, твои монахи спороли животы тысячам наших беременных женщин. Невзирая на их мольбы, они вытащили из их нутра расплод и бросили на съедение собакам. Мне это известно. Монахи исполняют приказы Синхана.
повелитель, за какие грехи ты наказываешь нас, оставляя наших женщин бесплодными? Вздрожив голос спросил Ах-Балта. Оказывается, у вас скоро должен родиться богатырь по имени Манас. Надменно ответила Локия. В будущем он покорит Китай. Чтобы Манас не родился, и Синкан велел убить всех беременных кыргызов. Мой хан, кто вам все это рассказал? С удивлением спросила Ах-Балта. Об этом поведал мой прорицатель, прочитав волшебную книгу Стерлат. А Локи указал на стоявший трон Иран-Кудука. Остальные мудрецы, шаманы и Синкана подтвердили его слова. Иран-Кудук в знак согласия важно кивнул головой. Ах-Балта сначала посмотрел на старца, а затем на Локи. Повелитель, молился Ах-Балта, останови это кровопролитие, не дай иссякнуть нашему роду. Нет, такой приказ может дать только Синкан. Тогда, пока мы съездим к нему, не убивай наших женщин, мой хан. Снова расплакался Ах-Балта. Согласившись, Локи временно приостановил кровопролитие. 90 стартов кыргыз во главе с Ах-Балта, взвалив на 30 верблюдов изделия из золота и серебра, волчьи, тигровые сапоги, дорогие шкуры, меха, на 90 лихих скакунах, преодолев большое расстояние, приехали в Бедин, во дворец Синкана. Стояло лето, и солнце палило немилосердно. В такую жару Синкан, оставив стольный город, переселился в прохладный крепость Салкын на отрогах гор. Узнав об этом, кыргызы направились туда. Эта крепость располагалась недалеко от Бежина. Хан Китая поставил большой желтый шатер в плодоносящем саду и отдыхал там. В саду обезьяны прыгали с ветки на ветку, бегали пугливые косули, заливали стрелью соловьи, наполняясь вокруг шумом и гамом. Выгрузив подарки с верблюдов, слуги хана начали заносить их в склады. Самих киргизов охранник, вооруженный короткими копьями и длинными мечами на поясе, сопроводили к шатру Синкана. Ну вот, уважаемые товарищи, время наше подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч.